Ну, друзья, я сегодня на улице. Снежок. Я на коляске. Пандус очень скользкий. Вот, посмотрите, как по ступенькам спускался, ребята. Раз шажок, скольжение, упор. Скольжение, упор. И вот так спустился. И, ну, правда, жена там еще сзади страховала. Потому что у меня очень, наверное, градусов 30-то есть этот пандус наклон. И все там говорят, что там что-то там какое-то обложить там плиткой или что-то металлическое. Металлическое сюда не пойдет. Металлическое тоже будет скользить. Сюда надо очень хороший материал, который 15 миллиметров толщиной и очень мягкий. Короче, я вот когда ездил на прием, там, на личный прием там в администрацию Республики Коми, да, вот там мне пандус весной ездил, там очень понравился мне пандус, ну вот это покрытие, чем они покрывали там. Вообще, я как на коляске заехал туда, блин, как меня, как коляску, как будто, ну, магнитом схватили. Вот. А я сегодня, у меня сегодня задача такая, съездить до озера, ребята, и посмотреть там, если там доеду, не забуксую, потому что буду лечить. Вот такие ватные рукавички взял, потому что рука мерзнет. Вот, ладно, я поехал, ребята. Ну вот, ребята, я уже на озере. И вот такая зимняя картина. Вот мой мостик. Я уже туда не буду заезжать, там может быть скользко. А я один, и чтобы не запутаться мне уже. Озеро покрыто льдом, но ни единой души, ни человека нету. Вчера дядя Миша проверял вот на том конце озера. Вот здесь примерно, наверное, проверял. Говорит, лед очень тонкий. Ничего не выдерживает, короче говоря. Вот. И вот такие у нас пейзажи. Зимние уже. И вот у нас знакомая береза напротив моего мостика. Это снимаю специально для Людмилы с канала Тартология. Вот. Она как на каком-то видео подметила, что возле, ну, напротив моего мостика вот эта береза постепенно начала желтеть, как она вот летом была, потом осенью. Вот сейчас она стоит одна. Ну, короче, очередная моя подружка. Там возле речки там две сосны, моей подружки, а тут березка напротив моего мостика. Одна вот везде вокруг сосны, елки, и вот такая береза растет. Виды красивые, конечно. У меня сегодня голова болела. Не хотел сюда ехать, а потом... А сейчас вот выехал, никакой цитрамон не нужен. Все, голова вроде прошла. На озеро залезать, ну, как бы, даже попытки не стану делать, потому что знаю, что очень лед тонкий. Поеду я домой обратно. У меня там кое-что надо сделать еще во дворе. Вот мой мостик. Такой момент еще. Вот смотрите,
вода до какого уровня была. Она сейчас в эти дни уже упала. Он лед на самом краешке мостика. Это, считай, вот вода упала. Вот вода была до этого мостика. Опять уровень поднимался. И значит, тоже возле берега там лед. Он ломается сейчас. Вода спадает и лед ломается. Это тоже очень опасно для рыбаков, которые там, ну, еще только начинают, не понимают этих всех тонкостей. Надо быть осторожным. Ну, я мостик оставляю, не разобрал. Оставляю до весны, как выдержит ли нет весеннее половодье, посмотрим. Летнее половодье точно выдержало. Так, я вернулся, ребята. Пришел рыбак заядлый и хочет это самое попробовать выйти на лед. Я вот решил заснять этот момент, как он будет выходить на лед. А kuch ти ана шоны? А ваши ты уже дошнинда? Отчество дад? Василий Иванович. Василий Иванович живет в Нившере. Вот. Говорит, очень удобно выходить вот с этого мостика на лед. Он вроде вчера уже выходил, оказывается, а потом вот песня у него. И лед трещит. Василий Иванович, это не корчкетче, да? Корчкетче есть. Вот. Вот. Так он смело уже идет. Не пробивает сразу, да? Нет. Ну, одним ударом, говорит, пешней вот не пробьет. Ну, вроде идет, но на коляске все равно. Ну, я думал, что вообще тонкий. Позапрошлый год вот с этим именем Шир седли. Круг войтли тоже на первый лед, да. Вот куда они сулаланнид? Мен нам говорим на тасюди чирмуни. Говорит, что щука летом здесь оборвала снасть. Большая щука. Ну, я бы сказал, не сказал, что толстый. Сантиметров сколько? 3-5. 3 видим, а 5 давно. Сантиметров 5, говорит. Ой, 3, говорит. Ну, я и так и предполагал, что сантиметров 3. Вот забурился. Никакого бура не надо давать. Да, не. Бура, говорит, никакого не надо по перволете. Там раз-раз пышненько. И все. Почистил. Но он человек очень заядлый рыбак. 4 сантиметра. 4 сантиметра, да? Да. Лед 4 сантиметра. Заядлый рыбак. В молодости, говорит, вообще очень сильно, ну, ходил по разным местам. Там он в России где-то жил. По молодости. Это он уже сейчас переехал обратно на свою родину, Нившеру, село Нившера. Мне вообще и санки очень интересные. Но, видите ли, я туда не могу поближе к нему подойти. Вот настраивает удочку. Удочка, я смотрю, тоже самодельная такая. Бывалый рыбак. У него еще настроено под свой лад. Там эти кусты мешают. Не фокусируется камера, а кусты мешают. Сейчас подождем. Может, рыбку поймает.
Первого человека вижу на льду в этом году. Лед 2019-20. Настраивает человек. Ну ладно, пускай. Потом включусь еще. Короче, ребята, пару раз проверил, и тут местные сказали, что одна подходила и сказали, что там на конце озера тоже уже лед нормальный, но человека держит. А обычно туда окунь и вся вот эта крупная рыба собирается тот конец. Вот за ночь подмерзла. Вот вчера, говорит, очень тонко было еще. Ну и поехал. Наш Василий Иванович пошел туда. Потому что знает, что там рыба. Ну ладно, пожелаем ему удачи. Вот такой заядлый рыбак. Уже в возрасте, но не сидит дома, рыбачит. Что летом, что зимой. Молодец. Все. А я обратно домой. Блин, я уже почти доезжал до дома, возвратился специально снимать Василия Ивановича. Попробую заснять вот такая на санях, как бы на салазках у него этот сиденье, что ли, ну ящик рыболовный на салазках, самодельный, вот такой. Привет, Дина. Встречаешь? Я уже, ребята, возле дома, обратно уже приехал. И вот этот прицеп нам для перетаскивания, вот этот прицеп для перетаскивания там мелких бревен, там лодки. Блин, такой прицеп надо переставить отсюда куда-нибудь в другое место, обычно туда на огород ставлю, чтобы не мешался здесь, потому что зимой снег будут чистить, толкать, и он просто-напросто попадет под нож. Сейчас попробую убрать его, если получится. Прицепили мы этот прицеп. Сейчас попробую тронуться. Не знаю, сможет, нет. Да я думаю, да легко. Вот такой тягач у меня. Все, прицеп, ребята, установлен. Вот до сюда привез. Хотел на грядку заехать, но там вскопана, блин, бороза. Ну, просто развернули, да, еще. Зимняя дислокация прицепа. Пускай здесь стоит, дожидается весны. Что, ребята, попробуем штурмовать этот пандус. Вот. Как получится. Для страховки будет дядя Ваня сзади стоять. На третьей передаче. Газку. Ты не толкай, просто страхуй. Ну вот, ребята, испытали мы реечный пандус.
Короче, иду как по ступенькам, прыг да скок, да прыг да скок. Но, видишь, там дядя Ваня стоял, страховал, но, говорит, не толкал, не знаю, там, вроде поднялся нормально. И самое главное, что не боюсь назад скатиться, потому что упор, вот эти рейки упираются в эти колеса, передние, то есть, и задние колеса. Риск, что юзом дальше покатится, минимальный. Все? Пандус работает. А в дальнейшем, я как и говорил, надо купить все равно противоскользящий материал. Ну все, друзья, я уже дома. Заехал. Жена уже приготовила на обед суп глухаринный. Ну, глухарка, вернее, кополуха. Такой жирненький суп. Вот такое мясо. Из дичи я больше всего уважаю рябчика и именно глухарку. Глухаря, он тоже хорош, но не так. Глухарка именно вот по коме дозмер. Дозмер шид. Это начинается, это переводится как суп из глухарки. Глухаря самки. Кополухи еще. Там по-разному развивают в разных регионах. Еще блинчики пожарила. Вот. Сейчас пообедаю. А, наверное, даже и чай не буду пить. Вот. Чисто суп с черным хлебушком, чтобы живот не рос. И после этого многие, в том числе и я, стараюсь ничего не пить, не есть, потому что вкус этого супа, глухаринного супа там, или из рябчика супа там долго еще будет во рту. И стараемся не перебивать после того, как поели. Вот. Ну, а глухарку мне принес гостинец мой хороший друг, товарищ, даже брат, как сказать, Руслан, одноклассник. Вот. Большое спасибо, Руслан, и привет тебе. Через YouTube. Конечно, мы с ним видимся, но через YouTube еще привет ему не передавал. Спасибо огромное за вкусняшку. Ну, а на этом все. Всем спасибо. Всем до свидания. До новых видео, ребята.